Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия в деталях», с вами Яна Бабаева. Гепатит – одна из важных и острых медицинских проблем в нашей стране, которая постоянно распространяется и наносит серьезный урон здоровью населения. Часто заболевание протекает бессимптомно, что затрудняет раннее выявление и лечение, а недостаточная информированность и ограничен доступ к диагностике усложняет ситуацию. И сегодня с нашей гостьей, заведующим отделением больных гепатитами, врачом-инфекционистом Надеждой Тихоновой, мы как раз-таки обсудим, как распознать первые тревожные звоночки заболевания, а также обсудим меры профилактики. Добрый вечер. Давайте начнем нашу программу вообще с такой небольшой просветительской работы. Какие виды гепатитов существуют на сегодняшний день? Но вообще факторы, которые повреждают печень, их очень много. То есть это могут быть инфекционные агенты, такие как вирусы, бактерии. Кроме того, повреждение печени может происходить при применении токсичных веществ, алкоголя, аутоиммунные заболевания. Есть такое понятие, когда клетки человеческого организма повреждают клетки печени. Ну, таких факторов очень много. Наиболее распространенными все-таки из заболеваний печени являются вирусные гепатиты. То есть поражение печени вирусами. Их много. Они разные, но наиболее известны 5 видов вирусов. Это вирус гепатита А, вирус гепатита Е, Б, С и дельта. Вот наиболее распространенные такие инфекционные агенты. А какие из них самые такие серьезные? Ну, нельзя сказать, что серьезные. Дело в том, что все вирусные гепатиты, они представляют собой определенную опасность. Несмотря на то, что мы говорим, что гепатиты А и Е, которые у нас относятся к группе кишечных инфекций, то есть они передаются через грязные руки, некипяченую воду, в общем, распространяются в странах, где бывает достаточно широкая заболеваемость этими гепатитами, и они вызывают только острые формы. Но наибольший интерес и наибольшую тревогу вызывает заболевания, которые переходят в хроническую форму, то есть это вирусные гепатиты Б, С и дельта. Вот эти гепатиты, они протекают хронически, то есть пожизненно остаются в организме человека, и, повреждая клетки печени, они приводят, в конце концов, к тому, что перестраивается структура ткани печени, развивается цирроз, а мутации клеток могут привести к развитию рака печени. А какой гепатит в Якутии самый распространенный? Ну, если судить по данным формы отчета прошлогоднего, да, то наибольшее количество хронического вирусного гепатита – это вирус гепатита Б. То есть у нас в республике их больше 6 тысяч. Больных с гепатитом С у нас около 4700 человек. И меньшее количество, где-то 1500 у нас больных гепатитом дельта. А как часто страдают дети? Ну, к счастью, нужно сказать, что дети у нас хроническими формами практически не болеют, благодаря тому, что существует вакцинация против гепатита Б. То есть первый день рождения ребенку ставят вакцину от гепатита Б, и до 6 месяцев вводят еще 2 вакцины. В результате этого к году ребенок полностью защищен от наиболее опасного и распространенного в нашей республике вируса гепатита Б. Эту прививку ставят один раз в жизни? Нет. Можно еще поставить? Обязательно идет ревакцинация, то есть в подростковом возрасте. Да? Ну, получить эту вакцинацию можно всем людям, которые не привитые и не болели вирусом гепатита Б от 18 до 55 лет бесплатно. То есть это все идет в рамках национального календаря прививок. То есть я могу, в принципе, обратиться? Да, пожалуйста. Если вы не были вакцинированы в детстве, и у вас нет защитных антител, вы можете поставить себе вакцину. То есть теоретически можно проверить, есть ли у тебя в организме защитные антитела? Да, можно. То есть это нужно сдать какой-то анализ? Это анализ, который определяет наличие антител к поверхностному антигену гепатита Б. Так называемому HBs-антигену. И в случае, если титр этих антител будет высокий, значит, ваш организм защищен от этого вируса. А вообще, какие исследования назначает врач для того, чтобы понять, есть ли заболевание у человека? И вообще, какие симптомы? Ну, надо сказать, что вообще печень уникальный орган. Он единственный, он большой, он исполняет очень много функций.
И самое интересное, что в клетках печени нет нервных окончаний. Поэтому, к сожалению, нет боли. Почему к нам пациенты приходят поздно? Потому что не болит. Не болит. А человек когда идет к врачам? Когда болит. Когда болит. Вот когда болит, когда припрет, тогда мы идем. А когда не болит, и симптомы, проявления гепатитов хронических, они, в принципе, надо сказать, что такие, как слабость, утомляемость, да, могут быть какие-то носовые кровотечения, кровоточивость десен. А вот острые гепатиты, по идее, они протекают с такой яркой клинической картиной. Человек обычно желтеет, у него снижается аппетит, появляется тошнота, рвота, бывает повышение температуры, боли в суставах, тяжесть в правом подреберье. Вот такие симптомы обычно, если человек обращается с такими симптомами, то мы, конечно, на это сразу обращаем внимание и понимаем, что это болит печень. Ну, вообще, как передаются вирусы? Каким путем? Вот как себя защитить? Вирусы гепатитов, они передаются разными путями. Вот я уже говорила, что есть вирусы гепатитов АЕ, которые передаются через грязные руки, через некипяченую воду, при купании в водоемах, если там в воде есть вирус. В такой ситуации либо употребление, скажем, морепродуктов или зелени, которые вы не моете хорошо, да, а просто споласкиваете проточной водой, в такой ситуации могут быть. Бывает вспышечная заболеваемость гепатитом А, когда, в принципе, бывают достаточно серьезные вспышки при авариях канализации, там, нарушениях водоснабжения. Такое может быть. Это вот определенная группа инфекций. Те заболевания, которые у нас переходят в хроническую форму, они в основном передаются через кровь. То есть при повреждении целостности кожных покровов и слизистых, это когда может быть? Когда не обработан инструментарий, повторное применение инструментария, да, недостаточно медицинского, когда идет не обследованная кровь, переливается, да, в такой ситуации может быть. Потом ситуации могут быть, когда человек применяет внутривенные психоактивные вещества. Наркотики сейчас так называются. То есть при использовании шприцов, при незащищенных половых контактах может передаваться. Реже передается от матери к ребенку. То есть беременная женщина, у которой есть хронический вирусный гепатит, может заразить своего ребенка. Но чаще это бывает, конечно, теоретически, но такой вариант возможен заражения. Это вертикальный путь. Да, это вертикальный путь заражения. И может быть заражение, особенно вирусными гепатитами Б, С, Дельта, это заражение внутрисемейное, когда в семье есть человек, который имеет вот какой-то вирус у себя. При тесном бытовом контакте может произойти заражение, но надо упомянуть, что если люди в семье используют, например, пользуются одним набором маникюрным, да, скажем, или пользуются одной расческой, бритвенными станками. Если вот, например, один бритвенный станок, скажем, несколько человек пользуются этим станком, то может произойти заражение. Но посуда к этому не имеет никакого отношения. Абсолютно. Наименее вероятное заражение бывает, когда люди пользуются при поцелуях, при использовании одной посуды, при приготовлении еды, когда пользуются одним и тем же, ну, скажем, этими средствами, господи, гигиены и так далее. Ну, не передается. Так, а можно ли полностью вылечить гепатит? И вообще, какие современные методы лечения существуют? Я не сказала насчет диагностики. Давайте. Совсем забыла про диагностику. Дело в том, что все вирусные гепатиты диагностируются по крови. То есть мы берем анализы крови, и в крови мы определяем наличие антител или антигенов вирусных гепатитов. То есть если мы нашли антитела к вирусу гепатита А или Е, то это однозначно уже диагноз выставлен. Да? Наличие антигена HB с антигена в крови говорит о том, что человек инфицирован вирусом гепатита Б, ну там и так далее. Да? Скажем, что как мы определяем еще дополнительные методы, это метод полимеразной цепной реакции, то есть мы определяем активность вируса при вирусных гепатитах Б, С, Д, то есть это дополнительный такой метод, но это тоже кровь. То есть однозначно определить, какой вирус у человека есть, мы можем только по анализу крови. Можно ли полностью вылечиться от гепатита и вообще какие методы лечения существуют?
Ага. Ну, надо сказать, что такие вирусы, как гепатит А, Е, не переходят в хроническую форму. Это однозначно. Человек избавляется от вируса самостоятельно, и там никакого лечения, ну, кроме поддержки печени, не требуется. А вот с хроническими вирусными гепатитами ситуация достаточно интересная, потому что в настоящее время вылечивается только вирус гепатита С. То есть медицинская наука, фармацевтика настолько продвинулась в лечении вируса гепатита С, что мы через 2-6 месяцев можем полностью избавить от вируса. То есть человек выздоравливает. К сожалению, этого нельзя сказать про гепатит Б. И про гепатит дельта. Существуют противовирусные препараты против этих вирусов, но они, к сожалению, не избавляют полностью от вируса. Они применяются для того, чтобы предупредить развитие цирроза печени и рака печени. Но то есть это как поддерживающая терапия? Да, это как идет подавление вируса, которое не приводит к избавлению от вируса, но оно защищает от перехода в цирроз, и от мутации клеток печени. Вот какие препараты применяются для лечения вирусных гепатитов? Это прям большой спектр или есть вот какой-то? Ну, на каждый вирус свой препарат, да, и надо сказать, что в последнее время для лечения вируса гепатита С применяются только таблетированные препараты, и они применяются во всем мире одинаково. И эти препараты, они, удобство в том, что человек пьет их один раз по таблетке 1 или 2 раза в день в течение 2-6 месяцев и полностью избавляется. А препараты у нас, как и во всем мире, они одинаковые. То есть схемы лечения, они зависят от того, какой определенный генотип есть у гепатита С, и зависит от того, насколько продвинутый фиброз печени. То есть мы определяем еще и наличие цирроза или прецирроза, и от этого зависит, как долго мы будем лечить этого человека. То есть если у него нету цирроза в данное время, у него вирус достаточно хорошо размножается, буквально 2 месяца, и человек избавлен. А вот если у него есть цирроз, тогда, конечно, лечение будет более продолжительное, но не менее эффективное. По гепатиту Б, к сожалению, лечение будет пожизненным. То есть прием противовирусного препарата, они тоже есть у нас в республике, и мы их активно применяем, но эти препараты пациенты будут принимать всю жизнь. По дельта-гепатиту появился препарат, уникальный препарат, который мы сейчас применяем также для лечения больных с вирусным гепатитом дельта. Но этот препарат инъекционный, и максимально он вводится в течение 3 лет. А это отечественный препарат? Да, это отечественный препарат. Нам есть чем гордиться на самом деле. Вот, а как гепатит влияет на работу печени и других органов? То есть понятно, что вот он разрушает печень, а идет ли влияние на какие-то другие органы? Дело в том, что при хронических вирусных гепатитах существует понятие внепеченочных поражений. К сожалению, вирус может размножаться в других органах тоже. В клетках крови, в поджелудочной железе, в сосудах, стенках сосудов и так далее. Да? То есть такие внепеченочные проявления, как появление сыпи на ногах, аутоиммунный тиреоидит, различные лимфомы, то есть это заболевание крови, злокачественное заболевание крови, могут быть следствием того, что у человека есть вирус гепатита. А какие риски есть у человека, который не обратился вовремя к врачу, не начал лечение? Дело в том, что чем длительнее протекает вирусный гепатит, тем выше риск того, что это заболевание перейдет в цирроз и рак печени. Да? Потому что для того, чтобы сформировался этот цирроз, нужно, чтобы поражение произошло полностью почти всех клеток печени. Да? А их у нас в организме биллион. Их очень много. Да? И поэтому для того, чтобы такое повреждение печени развилось, это необходимо где-то 10, 20, 30 лет, может быть. Да? И достаточно длительное течение, которое протекает совсем бессимптомно. То есть человек слабость чувствует определенное время,
Как всегда может быть у Да, любого то есть человека. весной и осенью мы тоже чувствуем слабость, разбитость, утомляемость. Такие симптомы, они, к сожалению, человек может не обращать на это внимания. И диагностика у нас идет только тогда, когда человек сам пойдет и сдаст анализы. Ну, чаще случается, когда человек решает помочь другому человеку, когда он решает стать донором. Да, кстати, очень часто такое бывает. У женщин это все-таки у женщин, так сказать, фертильного возраста, да, когда они могут рожать, у них, конечно, чаще происходит, потому что при беременности требование такое, что мы обследуем всех беременных женщин в родах. Ну, кроме того, обязательное требование к обследованию на вирусные гепатиты является, когда человек поступает на плановое лечение в хирургический стационар, если он болеет заболеваниями крови, он является реципиентом гемодиализа, если он медицинский работник, если он находится в местах лишения свободы, тоже требуется обследование на вирусные гепатиты. Кроме того, это могут быть дома-интернаты, детские дома и так далее и тому подобное. Но кроме этого, конечно, таких людей не так много, поэтому желательно было бы, что каждый взрослый человек хотя бы раз в год обследовал себя на наличие вирусов, чтобы узнал свой статус. И, по крайней мере, если он такой, скажем, нету вирусов, то жил спокойно. Ну вот давайте дадим совет осознанному человеку, который готов сходить сдать анализы, как правильно подготовиться, чтобы результаты были достоверными. Ну, определенной подготовки, такой, как, скажем, для биохимических анализов, чтобы это голодание или еще что-то, не требуется. Просто человек должен прийти в лабораторию и сдать анализ. Ну, давайте поговорим о контрацепции, вообще, как лучше себя и правильнее защитить. Ну, вообще в медицине существует понятие термина, когда человек не защищается, не предохраняется при половых контактах. То есть так и называется незащищенный секс. И наиболее часто подвержены этому лица, которые часто меняют половых партнеров, к сожалению, такое случается. Либо они практикуют это как бы в своей жизни, да, имеют секс с мужчиной, это тоже термин медицинский, когда, в общем, может передаваться половым путем. Использование контрацептивов банального презерватива защищает от заражения вирусными гепатитами. Так, давайте еще раз подробнее поговорим о том, какие вакцины существуют и как мы их будем ставить. Ну, существует две вакцины. Вакцина против гепатита А и вакцина против гепатита Б. Против других видов гепатита, скажем, гепатита С, вакцины в настоящее время не существует. Вакцинация против гепатита А у нас она не является обязательной, то есть она применяется в том случае, когда у нас идет вспышка заболеваемости гепатитом А, когда выявляется, человек отправляется в страны, которые у которых достаточно распространена эта инфекция, либо это могут быть в обязательном порядке работники пищеблоков, водоканала, и те, кто связан с канализацией. Вот медицинские работники в обязательном порядке вакцинируются от гепатита А. Ну, вот в таком виде, это в обязательном виде. А не обязательный человек, конечно, тот, который выезжает куда-то, он может вакцинироваться, да? Либо, если будет вспышка гепатита А, то тогда вакцинация будет уже достаточно серьезная и всех поголовно. От вируса гепатита Б у нас вакцинация входит в понятие национального календаря прививок, то есть она является обязательной, бесплатной. Да? То есть вакцинируется ребенок в первый день жизни, затем идет ревакцинация в первый месяц жизни, затем в 6 месяцев. Только трехкратное введение вакцины будет защищать ребенка от инфицирования гепатитом Б. Если ребенок родился от матери, у которой есть хронический вирусный гепатит Б, или которая заболела острым гепатитом в последнем триместре беременности, то таких детей вакцинируют 4-кратно, потому что риск заражения у таких малышей он выше. И кроме того, существует понятие экстренной вакцинации от гепатита Б, когда буквально в течение
первых 21 дней после аварийной ситуации, но чаще это медицинские работники, и через 12 месяцев 4-я вакцинация вводится при ситуациях, когда человек получил какую-то травму во время медицинских манипуляций. Ну, это хирурги чаще всего, стоматологи, там, медицинские сестры операционные или процедурные. Вот в такой ситуации вакцинация идет таким образом. А вакцины есть как российские, так имеются и импортные вакцины. И вакцинация у нас проводится поликлиниками. То есть первая вакцинация в перинатальных центрах, а потом уже в поликлиниках по месту жительства. Ну вот очень много, конечно, вопросов, особенно у мамочек, насчет прививок. И очень часто говорят, нет, мы за импортную вакцину. Вот вы как специалист подскажите, какую все-таки выбрать? Стоит ли настаивать, чтобы на ребенка вводили импортную вакцину? Или можно выбрать российскую, без каких-либо опасений? Ну, надо сказать, что вообще рекомендуют вводить любую вакцину. А в принципе, они равнозначны. Нет такого, что, скажем, вот эта вакцина будет лучше работать, а это хуже работать. Поэтому любая вакцина, которая есть, она, в принципе, достаточно серьезно, хорошо защищает организм человека от заражения. И поэтому я бы не сказала, что есть какая-то определенная только вот хорошая импортная вакцина, а вот российская будет не очень. Нет, они достаточно хорошо работают. А вот какие новые разработки в области вакцин и вообще, в принципе, в медицине в вашей области сейчас есть? Ну, надо сказать, что в последние годы, вот, когда пошел прогресс в лечении гепатита С, а если вспомнить историю этого гепатита, то в 90-х годах мы, к сожалению, пациентам говорили, что мы ничем помочь не можем. То есть, когда приходил человек с вирусом гепатита С, мы разводили руками и говорили, к сожалению, простите, мы вам ничем помочь не можем. А потом появились препараты, которые мы вводили внутривенно, внутримышечно, подкожно, внутрикожно вводили. Эти препараты имели достаточно серьезное осложнение. Затем появились таблетированные препараты, которые также имели осложнения какие-то. Да? И сейчас вот настолько продвинулся прогресс в плане лечения гепатита С, что одна таблетка 1 раз в день. А новых разработок, к сожалению, в последнее время по гепатиту С, ну так как динамика хорошая, лечение разработано, да, и в принципе эффективность хорошая, фактически про все мировые фармкомпании, они как бы уже на этом этапе особо прекратили исследования. А вот в плане гепатита Б ведутся достаточно серьезные разработки, чтобы эффективность лечения, ну как бы лечение приводило к выздоровлению. Также существуют разработки очень серьезные для лечения вирусного гепатита дельта, который, к сожалению, у нас в республике тоже достаточно широко распространен. И там применяются новые формулы, которые в последние годы их достаточно активно разрабатывают. Но это пока еще на стадии клинических исследований. В плане диагностики, в принципе, никаких новых разработок в последнее время не было. Мы используем достаточно хорошие тест-системы, которые определяют антитела и определяют ДНК или нуклеиновую кислоту вирусов. Поэтому в настоящее время тоже пока не было особо никаких слышно про какие-то новые разработки в плане диагностических решений. Вот раньше, я помню, выезжали какие-то машины, либо выходили врачи на улице, которые могли у тебя принять анализы. Вот сейчас подобные акции проводятся? Да, проводятся. Центр СПИД проводит достаточно широко акции. И вот все лето практически они везде, на площадях, в парке и так далее, будут проводить такие акции, когда можно пройти экспресс-диагностику. То есть капля крови, и буквально через несколько минут вы получаете результат. Но этот результат нужно подтверждать. То есть в дальнейшем еще раз. Ну, то есть если он положительный, человеку дают направление, и он должен обследоваться дальше, да, пройти до обследования. А вот как пациенты все-таки переносят гепатит? И кто сложнее, дети, взрослые или, наоборот, пенсионеры, пожилые люди? Ну, надо сказать, что дети особо не протекают тяжело вирусный гепатит, да, и, в принципе, дети, как дети, они растут и развиваются с этим вирусом вместе.
Сложнее, нельзя сказать, что пожилые люди тоже сложнее переносят. Конечно, когда уже переходит в стадии цирроза, вот там, конечно, тяжелее протекает этот вирусный гепатит. И когда есть осложнения, они очень плохо себя чувствуют и чаще всего, конечно, обращаются за помощью к врачам. Ну вот гепатит, мне кажется, подразумевает под собой некую диету. Расскажите о том, как питаются люди, которые избавляются от вируса и вообще проходят лечение. Есть ли у них какие-то особенности в части употребления продуктов? Надо сказать, что печень является, я еще раз повторюсь, уникальным органом. Это огромная пищеварительная железа, которая вырабатывает желчь для переработки жира, да, который поступает к нам с едой. И вот печень, она, когда повреждена, когда идет активное воспаление или обострение процесса, вот в такой ситуации требуется соблюдение диеты. В остальной ситуации, когда человек чувствует себя нормально, когда у него абсолютно нормальные биохимические анализы и так далее, в принципе, соблюдение диеты особо не требуется. Да? Конечно, за исключением тех веществ, которые дополнительно повреждают печень, к которым относится алкоголь. То есть все пациенты, у которых есть хроническое заболевание печени, неважно чем вызванное, должны полностью исключить отказаться от алкоголя. По крайней мере, мы призываем, потому что это дополнительное повреждение клеток печени. А пациентам, у которых есть продвинутые стадии, скажем, цирроз, или у которых есть острое воспаление или обострение хронического процесса, конечно, мы рекомендуем диету, которая ограничивает применение животных жиров и жареной пищи. То есть стараемся уменьшить нагрузку таким образом на орган. Давайте еще один момент проясним. В чем разница между хроническим и острым гепатитом? Ну, острым называется гепатит, когда человек заражается впервые вирусом, да, и этот острый гепатит, он до 6 месяцев считается острым, ну, там подострая стадия еще есть. Если через 6 месяцев после того, как человек впервые заболел и заразился вирусом, у него выявляются антигены или антитела в крови, то этот человек уже переходит в хроническую форму. То есть вот этот временной промежуток, 6 месяцев, он является таким вот основным рубежом, когда имеется переход от острой формы в хроническую. Ну и давайте еще дадим совет все-таки тем, кто собирается путешествовать. Это у нас какие страны? Наверное, что-то... Юго-Восточная Азия. Это Юго-Восточная Азия, достаточно эндемичные зоны. Это могут быть среднеазиатские страны и африканский континент, в основном вот где достаточно широко распространены гепатита А. Но в такой ситуации надо, конечно, подумать о вакцинации. Ну, то есть мы делаем вакцину, приезжаем, следим за водой. То есть, в обязательном порядке стараться пить только бутилированную воду или, кипятить, по крайней мере, кипяченую воду. Стараться даже не применять при чистке зубов, скажем, воду из-под крана, да. Но я думаю, что в тех отелях, которые стараются привлечь себе туристов, конечно, у них там система очищения воды и так далее достаточно серьезная. Но если человек путешествует, скажем, хочет познать мир экстремально, конечно, лучше вакцинироваться. Ну и давайте дадим совет нашим телезрителям в завершении нашей программы. Я хочу обратиться ко всем людям. Старайтесь, конечно, заботиться о себе сами. Да, потому что мы, медики, мы, конечно, стараемся поддерживать ваше здоровье, но в той ситуации, когда вы больны. А во всем остальное, во всей остальной жизни человек должен сам заботиться о себе, потому что, к сожалению, от того, как вы будете относиться к своему здоровью, врач не будет стоять с вами круглые 24 часа 7, да, 365. Вы сами осознанно должны относиться к своему здоровью, стараться, конечно, не
вести более такой здоровый образ жизни, не злоупотреблять алкоголем, высыпаться. Да? Вот такое требование, когда человек полноценно отдыхает, у него отдыхают все органы, то есть восстанавливаются все клетки в организме. Конечно, стараться избегать стрессовых ситуаций. Вот эти ситуации тоже играют огромную роль в том, как вы себя будете чувствовать и как будут чувствовать свои органы. И, конечно, для того, чтобы определить наличие вирусов гепатита, сдавайте анализы раз в год, особенно те, у кого есть какие-то, у которого случились какие-то ситуации, скажем, были операции, да, переливание крови были, кто перешел на диализ, у кого появилось заболевание крови. Если в семье есть кто-то, кто у вас страдает хроническим вирусным гепатитом, то вся семья должна быть обследована. И, конечно, люди, которые имеют незащищенный секс и частые смены партнеров, которые страдают венерическими заболеваниями, которые используют психоактивные вещества, и их половые партнеры, кстати, тоже должны быть обязательно обследованы на вирусные гепатиты. Если вы знаете свой статус, то, в принципе, сейчас вылечиться от гепатита С – это не проблема. Мы лечим по полису ОМС, это бесплатное лечение, пожалуйста. Сейчас у нас лечат расширяется количество медицинских организаций, которые лечат сейчас у нас в республике по обязательному медицинскому страхованию. Да? И очень большая просьба, конечно, я не говорю, что стараться все-таки обращаться за помощью к специалистам. Не Google в помощь, когда вы имеете какое-то заболевание печени, особенно вирусные гепатиты, потому что описываются разные методы лечения, которые не являются достоверными. То есть я призываю включать голову и стараться все-таки обращаться к специалистам, наблюдаться у специалистов, особенно если есть хронический вирусный гепатит. Только врач может определить необходимость противовирусной терапии, да, он может начать эту противовирусную терапию, отследить ее, и, в принципе, в такой ситуации мы можем как бы контролировать вот этот весь течение заболевания, состояние пациента. Вот это вот такое вот пожелание. То есть если теоретически человек раз в год проходит диспансеризацию, высыпается, правильно питается, меньше стрессует, то у него и проблем должно быть меньше. Физическая активность, я забыла сказать. Да. Физическая активность, спорт. Да. Не обязательно спорт, но, по крайней мере, хотя бы какая-то двигательная активность, да, зарядка. Занимайтесь, плавайте, занимайтесь йогой, ходьбой. Это все улучшает, дает такой вот заряд всему организму, и в частности печени тоже. Спасибо огромное. Я благодарю вас за интересную беседу. Меня зовут Яна Бабаева. Это программа «Якутия в деталях». Желаю вам успехов на работе, а нашим телезрителям крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких. На этом выпуск нашей программы подошел к концу. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.